глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой в Нуримановском районе. Лицей в селе Байгильдино Нуримановского района открыли в 1993 году на базе средней школы. В 2020-м ему присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны Ришата Исмагилова. Участник обороны Брестской крепости долгое время был директором школы, а теперь ее возглавляет сын Ришата Исмагилова Салават. В лицее учат по двум направлениям – физике, математике и химии, биологии. Обо всем, о достижениях и о проблемах рассказали главе Башкортостана Радию Хабирову. Здравствуйте. Здравствуйте. Хайрдыкын. Хайрдыкын. Мен начальник управления образования была Мурзакаева Гульнара Шакуровна. Хазыр біздің директор үстін алмаштырады. И начнем. Бұл бина 1960 жылына түзілген. Мұнда 350 кішілік бина болған, 2 сменада. Они же сейчас вообще, да, на каникулах же, да? Вот здесь факультативы отдельные, кружки проводим. Идеально, хорошо. Соскучились Да. на каникулах. С удовольствием делаю. Здесь у нас столовая. Актовый зал, да, вот здесь, да? Актовый зал, столовая. Вообще здание проекта 1953 года. Поэтому здесь был буфет. А потом реконструкцию сделали. Да, вот сделали, насколько могли. Но сегодня условия здесь не позволяют готовить полный цикл. А почему? Потому что цехов нет. Вот весь, вся кухня вот здесь. Вот. Все, то есть комнат Да, нет. где-то вот, под 100 квадратов надо минимум площадей, а тут у нас 20 квадратов. Вот один стол, один цех, другой стол, другой цех, третий. А как потом раздатку только делаете? Мы здесь или готовые продукты, или доготовочные на сырье. А Роспотребнадзор не позволяет нам тут. Да, это да, сейчас очень строгие требования. Сейчас отдельные цеха, требования есть. Поэтому нужно элементарно где-то здесь пристроить. А дети-то есть, наверное, в перспективе на В будущее? перспективе есть, очень да. много стороны ребят Село приходят сколько нас. здесь проживает? Ну, несколько деревень же. Мы с 11 деревень привозим сюда детей. 11 деревень нашего района и Еще 2 с деревни. Иглинского, с 2 деревень привозим. 2 деревни Глинского района. Желающих очень много, Серьезно? чтобы приехать именно в Байгильдинском лицее учиться. Просто здесь хорошие педагоги, профессиональные, в олимпиадах очень сильно участвуют. И они вот всегда смотрят состояние интерната, как только вот он напротив прямо. И разворачиваются. Да, и разворачиваются. Там дети живут. Там дети. Да, вот. Соответственно, Завтра обедают здесь, там и столовая опять нету. пешком ходить туда. Ужин сюда приходит на ужин. У нас с 8 часов утра начинается это первый завтрак, так вот, как раз интернат, и заканчивается 7 вечера, это вот ужин интернатовских наших детей. А сколько в интернете живет детей? Сегодня 16 живут, Так-то да. немного, да? Да, немного. А они почему в интернете живут? Потому что... Они дальше доступности автобуса. Вот на 4 автобусах мы каждый день заводим сюда 207 детей. Хотя учатся 253 ребенка. То есть основная А часть... целесообразность этого интерната есть? Есть. Да, ну 16 детей. Потому что родители приезжают и спрашивают, а где можно проживать. Они даже некоторые снимают жилье в деревне, чтобы действительно здесь дети остались и обучались. Да и вот ребята, которые живут в Кушкулево. лесных деревнях, в Кушкуле, там и заносят часто бывает, они встают 6:30, чтобы на автобусе доехать доучиться. Возвращаются в 3:30. Ну, то есть потенциал есть. Да, они больше. могли бы здесь поселиться, и намного комфортнее было бы учиться, и результаты были бы лучше, здоровье бы сохранилось. В 11 классе сколько? В 11 сегодня 15 детей. 15. А в первом классе? В первом классе 32. Ух ты. А на следующий год сколько На планируете? следующий год 30. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас посмотрю вашу школу, вот вместе подумаем, что лучше сделать. Ждете уже, наверное, учеников своих, нет? Соскучились? Ну, они не давали им скучать. С 1 числа мы на забег по желанию выходили, так бы 3 числа на новогодние семейные игры, 8 зорницу провели, то есть мероприятия у нас идут, культуре что-то помогаем. Так Ну, вот. и дети, наверное, соскучились, Да. уже хотят, да? Ну, дай бог, вот 17-го все хорошо, если будет, 17-го начинаем учиться. Надо только посмотреть, чтобы, потому что пора и гриппа пришла, потом все-таки коронавирус и все прочее. Ну, честно говоря, по гриппу До у нас Нового до Нового года года мы болели. переболели гриппом. уже Да, многие, переболели. да? Здесь, А. кстати, болели где-то не больше 10% детей, 5-10%.
Вот в каждом классе по двое, по трое только, да? А так вот эпидемии какой-то не было. Вот, А обратно дети все это. поступают в вузы, да? Вот Да, ваши? Вот, это- вот 15 у вас в этом классе. Планы есть у них уже куда Конечно, поступать, планы есть, профориентацией мы занимаемся. С 93 года, когда школа приобрела статус лицея, так вот 450 у нас выпускников, 11 классов было. И из них 75%, 80% они поступали. Вот я сейчас смотрела статистику, за эти годы 20 человек у нас студенты мединститута, очень много в аграрной, нефтяной и так далее. Да? 160 выпускников поступили в аграрный университет, окончили Аграрно. А многие. почему Да. аграрно? Потому что именно с аграрным университетом у нас академия, да, дружит коллектив Багельинского лицея. Они во время каникул к ним ходят в гости, приглашают их. Но мы хотели бы, конечно, чтобы наши ученики уезжали, приезжали сюда, потому Ну, что... это да. У вас полный штат учителей? Сейчас Всё у нас есть? полный штат, только если по лицею посмотреть, средний возраст 43 года. Знаете, почему мы хотим здесь интернат? Очень сильный коллектив, профессионалы такие. И мы То есть это продуманное решение? Да, продуманное что... решение, чтобы здесь открыть ресурсный центр для одаренных детей всего района. Именно, потому что робототехника сильно Вот, здесь. ну, по какому-то там негласному рейтингу в районе это одна из лучших? Да, Да, да. по показателям. Серьезно, да? Они воспитывают успешных детей. Одно дело, человек, когда вот из такой сильной семьи, будем уже говорить, так вот родители занимаются ими и так далее, да. Когда родители дома занимаются, здесь учителя, их хорошо продвигать. А есть ведь дети, которые вот из неблагополучных семей, и когда они из двоечников делают на ЕГЭ 4, знаете, мы как радуемся. Вот мы больше, наверное, радуемся за них, которые в какой-то колледж поступил, так вот, стал успешным, семью завел, детей завел. Мы вот за них даже больше Ральф Ильич, радуемся. есть такое действительно, потому что многие ученики хотят здесь учиться, а вот проживать Да. возможности нет уже, получается. Потому что действительно педагогический состав у них вот... Да. Ну, это да, наверное, это самое главное. Спасибо вам. Мы хотим вас пригласить в музей краеведческий. Он 60-х годов у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что вот сейчас у нас лицей носит звание участника войны, защитника Брестской крепости Исмагилова Ришата Салиховича. Это отец нашего директора. Он 40 лет возглавлял. Вот как раз Это у нас... наши выпускники, мы их ценим, каждого знаем, каждого прослеживаем. Ух ты, Судьбу его... Да. как интересно, Вот да. с первого выпуска. А вот смотрите, выпуск был, вот сколько 46 со человек стороны. было. Вот, Да. вот Багильна тут 3-4, наверное. Красная Горка, Иглино, Даже с Красной Горки сюда, да? да. То есть... Вот Челябинская область даже, город Вот раньше, Копейск. Ради Фаридович, когда ЕГЭ не было, так ведь как раз выпускники из 9 класса переходили сюда, чтобы подтянуться к выпускным экзаменам. Это музей наш. Один из лучших школьных музеев. У нас почти, в 80% школ есть свои музеи. Это и краеведческий школьный музей. Здесь Вот все собрано. именем Ришата Да. сюда. Это последний защитник Брестской крепости. В 100-летнем возрасте он умер. 40 лет возглавлял эту школу. 40 лет, 45 по 85. Потом бразды правления перешли к его сыну. Сейчас его стаж работы на этой должности 37 лет. Алла Берса в августе будет. Смотрите, награды здесь вы держите, да, по музею, получается? Да, это оригиналы. Да, Вот, да. кстати, наша награда Канил от вашего имени вручена была. Медаль такая. Много Очень ребят, вот, интересно. Ради Фаридович по поисковому отряду работают от лицея, ездят. Каждый год мы выезжаем вот в разные города на раскопки. В основном Ленинградская область. Через поисковый отряд прошли у нас более 80 детей. Каждый год мы команду выезжаем. Вот некоторые экспонаты здесь под Ленинградом, в районе МГИ. Копаем каждый год. Ребят отбираем, желающих много. Правда, и работа трудная, но тем не менее. Ну и ребята меняются. Вот они вот съездят туда на раскопки и увидят своими глазами вот эту Вот такие ситуацию. Так вот, оригинальные да. штучки попадаются. Да. Даже пуля как пробила. Ага. Удивительно. То есть это плотность огня, видимо, такая была. Вот нашли, подняли. Это тоже нашли, да? Да, это местных ветеранов наших. А, это местные Да. ветераны. Да. Подняли более 80 бойцов Красной Армии за все эти годы, уже более 10 лет.
Это наши два героя, стенд посвящен Великой Отечественной войне. Вашего села, да? Это Или Нуримановский район. Район, да. Да. Очень большая работа ведется по поиску наших орденоносцев, живых и не вернувшихся. В настоящее время их найдено. Ну, это вот вы все на раскопках, Да. Это период Пугачев восстания тут отражен. Гражданская война через нас прошла 2 раза. Отряд Блюхера здесь проходил в конце августа 2018 года. И в 2019 году, когда освободили Уфу, белые отступили через Уфимку сюда, и красные их теснили через Байгельдена. А село Байгельден сколько лет селу? Байгельден первым упоминается в 1653 году. С такой историей, да? А переселенцы формировали? Следующая волна переселенцев была в 1763 году. Это после восстания, наверное. Да. Есть документ, местное население вот, деревни Чурашева, они дали в аренду там 7 семьям землю. Ну, наши выпускники, можно вот тут обратить внимание, известная тут Халифе, Дарисова, наша выпускница. Это Исмагиловы. Дурашевич ваш, что ли, Да, тоже, да? да. Да, молодцы. Да, действительно, музей такой богатый. Но развернуться места не хватает, конечно. Разрешите воспользоваться случаем и оставить запись. Ральфович, какой удивительно богатый музей. Да, вообще, очень интересно. Очень интересно. Молодцы. И помнят, как историю. А это вот учебный класс, да, получается? Да. Вот Ну, мы 2 этажа, пошли. второй этаж поднимемся. Тут П-образная школа, да, она или как сделана? Пока Г-образная. Г-образная сделана, да? И весь проект пообразно будет, да? Реконструкцию где-то, наверное, лет 5-10 назад мы делали, да? В 2006 году. В 2006. Вот здесь как раз мы хотим, вот здесь пристроим. Это у нас пришкольный участок опытный. Яблоньки посадили, Я да? у нас тут, да. А как пристрой его делать будете? А вот Дольше? отсюда туда, чтобы пообразно получилось, да. И пристрой это школьная столовая, да, получается? Да, там получается интернат на 80 мест, школьная столовая. У нас Здравствуйте. создан Здравствуйте. 4 года назад создали технопарк. Одном из направлений технопарка является обеспечение спецкурсов растениеводства, полеводства. На пришкольном участке вот девочки сегодня пришли подводить итоги своей работы, хотя они уже заняли по России призовые места своими исследовательскими работами. Все лето работали, вот сейчас им, конечно, приятно сидеть и анализировать свою работу, потому что лето было очень жаркое, они ежедневно чуть ли по 2 раза приходили, поливали вот эти свои... Выросло что-нибудь? Ну, мы выращивали арахис, Выросло? экспериментальный такой, да, вот очень удачный, вот вот как. даже Удивительно. есть. Но это остатки уже, конечно, ребята уже, естественно, попробовали большую часть. Удивительно. Да, все. Но мы опыт будем продолжать, потому что вдруг есть возможность его культивировать. Ну, еще сезон был жаркий, надо сравнить же, вдруг это будет Еще раз повторюсь, что Байгельденский лицей у нас очень дружен с аграрным университетом. Так ведь? А так у вас приусадебно, там что-то У выращиваете? нас учебно-опытный участок очень большой и лучший в районе, я бы сказала. Не побоюсь этого слова. Не стесняйтесь, идемте. Здравствуйте. С будущими Мичуринами. Да, всероссийский проект «Тимирязевцы», юные тимирязевцы. 2-е место всероссийское взяли в этом году. А поступать куда будут? В аграрный хотят поступать? Ну, некоторые по биологическому, у нас экологи в этом году поступили, в пединститут экологи поступили на экологическое направление, так что вот очень хорошо у нас развито вот это направление. Медицинские, наверное, хотят, да? Да, у нас, в колледж в этом году поступили. Вообще мы очень много выпускников у нас поступает именно в направлении эколого-биологической, вот в химию, вот, потому что, хорошая основа. Ну и дети являются активными участниками работы совместно с МАН, так ведь, Малая академия. Да, сейчас готовимся как раз к МАН, да, Малая академия наук готовимся. У нас по району порядка 40 работ мы ежегодно направляем. И победители, самые отрадные победители. Спасибо, девочки. Спасибо.
Вот как раз в эту сторону, Ради Фаридович. А вот этот автобус тоже трехходовый, нет? 4 автобуса. 4 автобуса. Да. Но в этом году дали вам новый Да, в автобус? этом году на День учителя, помните, наверное. А Здравствуйте. теперь заправление технопарка является робототехника. Здесь ребята готовятся к очередному конкурсу по робототехнике, это RoboFest. Мы хотим выступать по 3 номинациям, выставляем 5 команд. Вот они сейчас собрались, готовятся, свои роботы уже Это они разработали. сами вот все сделали, да? Молодцы. Ребята, покажите. Расскажите. Опыт ездит по линии, и надо, чтобы вот эти вот 2 полоса не выехали на белую линию. А вот эти вот ветки нужны, но они отвечают за разные свойства. Например, черный выводит запись на экран, а зеленый крутится на 360 градусов. Желтый он пропускает банку. А синий он толкает. Во многих олимпиадах участвовали по роботу и выиграли. В процессе конкурса все это меняется, и даже формат поля может поменяться, и дети должны в Адаптироваться онлайн-режиме как-то, да. все это адаптировать. И 2 года подряд мы на всероссийском конкурсе участвовали вот с этими проектами. Это как небольшой ваш технопарк, да, по сути? Да, пока возможно. Пока приспособлены, конечно, помещение такое. А так у них вот как раз... Вот здесь вот интересный проект у нас есть. я работаю в аграрном университете доцентом, и мы со своей семьей живем в соседней деревне, значит, и занимаемся уже давно робототехникой, наверное, старший сын со 2 класса. Значит, участвовали, наверное, уже не 1 десяток раз в различных конкурсах. И вот одна из наших работ – это участие в прошлом году в конкурсе «Агробом». Робот-манипулятор, который применяется в промышленности и в других отраслях, в медицине очень много. Это вот он сам все делает, да? Они собирают, они программируют, я им подсказываю направление, куда им двигаться. Значит, в этом году мы участвовали в всероссийском конкурсе «Агро-НТИ», заняли призовое место по Башкирии и поехали в город Альметьевск. В рамках этого конкурса по робототехнике мы соревновались в заданиях по управлению теплицей. Покажи, пожалуйста, теплицу, как работает. На телефоне вот у них есть такое приложение Blink, которое дистанционно через интернет управляет теплицей. Значит, во всероссийском этапе нужно было программировать именно само приложение, что добавлял. Но об этом не было заранее сообщено, поэтому мы там на месте в Альметьевске уже вот все это адаптировались. Значит, и наиболее такая захватывающая часть этого конкурса «Агро-НТИ» является именно соревнование роботов, гонка роботов. Значит, от каждой команды выставляется 1-2, а в финале это 5 человек, которые должны управлять роботом на полигоне в сельскохозяйственном направлении. Значит, и там нужно проходить препятствия, набирать баллы, возить сено к коровам. Но это мой младший сын, он еще маленький, он не участвовал. А вот Арсений, мы заняли 1 место по России по направлению робототехники. Молодцы, молодцы. Ну, хочу добавить вот еще один Серьезные как ребята. говорится, доказательство дружбы с аграрным университетом, так как он является Кандидат преподавателем. технических наук, да? Да, мы там тоже занимаемся робототехникой. У меня лаборатория автоматизации, промышленная лаборатория по автоматизации, там я руководитель. Вот сейчас занимаемся автоматизацией теплицы, новую современную переделываем. Овощехранилище строили, фитотрон, наверное, вы видели, я знаю, что вы приезжали к нам. Значит, это все мои работы, моя идея была в этом какая-то. Молодец. Вот. Спасибо. Ну, еще можно я воспользуюсь моментом. Мы живем в соседней деревне уже, наверное, около 10 лет, как я сюда переехал. Я сам родом из Мишкинского района. И у нас есть такая проблема. Мы уже, вот сколько живем, никак не получается решить проблему газификации нашего деревни. Значит, от нас газопровод проходит в 4 километрах буквально. А по программе до газификации не Не попадает? пройдут там межпоселковые. Ради Фаридович, вот мы по 2 деревням там запроектировали проект, он есть, экспертиза есть, и передали в «Газпром» сейчас на проработки. Но там межпоселковый по догазификации он не Сколько проходит. тянуть надо? Там 11 километров, потому что отсюда тоже. А на 2 народу деревни. много живет?
Так, ну около 700 человек, получается, на 2 деревни. 700 человек? Да. Мгм. Да, у нас очень много фермеров, которые занимаются именно овощеводством. У моего тестя было большое хозяйство, мы многое время выращивали картошку. Я когда в аспирантуре учился, выращивал картошку, продавал в Уфе. Значит, ну, если был бы газ, можно было бы развивать какие-то направления по тепличному хозяйству, тем более у нас есть компетенции. Мы, в принципе... Давайте я с газовиками переговорю, что какие можно найти возможности. Да. Ну, народ Сейчас вообще сходу. трудолюбивый. Да, я вижу. Сходу не могу сказать. Прям я сам разберусь, как переговорю. Мгм. А там вот, где вы живете, там школа есть или как Нет, раз возим оттуда, вот сюда оттуда возим? возим. Да, у нас как бы большая школа, из 2 филиалов состоит школа. То есть младший сын ездит на автобусе каждый день, да его забирают, Сюда. он уезжает туда, в ту школу. Да, а младший приезжает, старший Уже приезжает сюда. да. Многие в городе, которые вот мои коллеги, да, ведь они завидуют, говорят, потому что им надо самого ребенка вести в школу, да, довести его до школы. Это, да, это, конечно, они более самостоятельно здесь. А здесь с ворот забирают. Да, здесь у дома забирают буквально. Но все равно это все-таки и повышенная дисциплина должна быть. И... Спасибо. Вот у нас еще такое направление интересное, вас тоже заинтересует. Это тоже направление агро-НТИ. Даниэль, расскажи, пожалуйста. Это направление агрокосмос. В этом конкурсе мы шифровывали космические снимки. Чтобы зайти и смотреть свысока на Землю, можно зайти на вот эти ссылки. Первое задание нам нужно было показать, что изображено на этих картинках. Например, на этом населенный пункт, на этом карьер, на этом лес. И почему, и как мы определили это? Да, в конкурсе им выдают фотографии космических снимков, и они должны найти проблемные места, например, мусорные свалки, или там заросшие поля, или еще какие-то, ну, задания очень различные, и в зависимости... Эрозию почвы, наверное, где-то. Да, эрозия почвы, то есть вот, где обрабатываются поля, а где не обрабатываются поля. Ну да, вот сканирование. Мы сейчас этим занимаемся. Ну, во-первых, это для формирования базы имущества, потом для пожаров, но в целом для понимания ситуации. Молодец. Давай. Спасибо, ребят. Удачи. 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 Спасибо. Арина Фаридовна, сейчас мы идем в интернет. А, в интернет пойдем? Да, в интернет посмотрим. Там. А вот это вот, что это? Вот? Это актовый зал, и как раз там в конце столовая была. С той стороны спортзал. Что-то вот этот автобус меня смущает. Сколько ему лет большой? Ну, самый старый, кстати, да. 18 На следующий год 2 автобуса менять надо уже. То есть ему еще нету 10 лет, да? Нету. У нас таких автобусов нет, Ради Фаридович. Здравствуйте. Комната самоподготовки для детишек. Комната отдыха у них. Да. Здесь. Так, дальше комнаты отдыха. Здравствуйте, от хозяйки, получается, Да. да? Ну, это хорошая комната относительно. Ну, старались и Кровати поддерживать здесь. новенькие, да. А вы как хотели это реконструировать, что ли? Нет, это закрыть его потом. Потом закрыть его. А, новый построить? Да, конечно. Ну, в позапрошлом году сделали вот душевые, санузел хотя бы здесь, потому что все на улице, все условия были. Воду завели сюда. По поводу столовой проекта нету, да? Вот как раз он в одном блоке бы совмещенный был нормально. А вот где сейчас пищеблок находится, мы бы его перереконструировали, там сделали душевые для спортзала. Мы по поводу столовой деньги дадим там отпроектировать, ну и потом построить. А вот по поводу этого я ничего не скажу пока. На 16 человек дорогое удовольствие. Ради Фаридович планируется-то на 80 мест. 80. А наберете вы 80 Да, детей? да. Со всех районов? Это то, что вот я говорю, Нет, я оказывается. Булат Вакиловичу поручение, чтобы он представил свое видение. Все-таки тут Минобразование я буду опираться, потому что мне надо понять, почему именно у вас и так далее. Потом школа выдержит такой объем 80.
Лучше было совместить, конечно, в одном здании это. В смысле, сразу? Да. Да, может быть, количество Этажи- детей, место этаж уменьшить, по жилой, крайней этаж мере. столовая. Да. Ну вот сформулируйте, я переговорю с ним. Потому что, ну так нельзя, конечно. Спасибо. Рахмат. До завода. Исендерегиз. Позвольте, обоснованы пожелания, просьбы построить здесь? Нет, но они обоснованы. Все-таки школа как бы центральная является. С 11 деревень собирают здесь. И надо просто понять, с министром я переговорю, он изучит вопрос. Если тут делать интернат, тогда надо понять, во имя чего. Посмотрим. Тут, ну, точно надо делать столовую. Без столовой дети не могут быть. Спасибо.